В эфире информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Почти забытая в Абхазии тема угрозы коронавирусной инфекции на этой неделе вновь заставила говорить о себе. И достаточно активно. Вечером 22 июля Минздрав Абхазии сообщил о 2 новых случаях заболевания COVID-19 в республике. А уже на следующий день, по информации Оперштаба, к ним добавились еще 5 заболевших. В субботу стало известно о 3 новых случаях COVID-19 в республике. Остроту ситуации придал и тот факт, что 23 июля в Абхазию прибыли делегации Роспотребнадзора и Минздрава России для того, чтобы, есть и такое мнение, выяснить степень готовности Абхазии противостоять возможной эпидемии в случае открытия границы. О некоторых выводах российских экспертов, а также о намерениях оперативного штаба в связи с новыми заболевшими мы узнаем позже в беседе с нашим гостем в студии, а сейчас напомним о других важных событиях недели. Президент Аслан Бжаня подписал ряд указов о кадровых назначениях. Сергей Пустовалов назначен вице-премьером Республики Абхазия. Давид Сангулия – руководителем аппарата Кабинета министров. Беслан Кубрава назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Гурам Инапшба – председателем Государственного таможенного комитета. 23 июня президент Аслан Бжаня подписал указы об освобождении Беслана Квициня от исполнения обязанностей секретаря Совбеза Абхазии и назначении его на должность начальника управления государственными дачами Республики Абхазия. Также 23 июля распоряжением премьер-министра Александра Анкваб был назначен директор Рицинского реликтового национального парка, и им стал Адамур Багателия. В пятницу президент Аслан Бжаня представил коллективу администрации Сухумского и Галского районов новых глав Алхаса Читанава и Константина Пилия, которые были назначены исполняющими обязанности руководителей районов указами президента 21 июля. На представлении в Галском районе глава государства сообщил о намерении в скором времени открыть в Галском районе общественную приемную президента Абхазии, чтобы жители получили возможность непосредственно обращаться к президенту со своими вопросами, предложениями и жалобами. Главнокомандующий вооруженными силами страны президент Аслан Бжаня посетил оборонное ведомство страны. Глава государства провел встречи с представителями руководства Минобороны, ознакомился с документами о планах применения вооруженных сил республики. Аслан Бжаня также посетил музей вооруженных сил и ознакомился с материально-техническим оснащением подразделений, бытом военнослужащих и организацией их питания. Я счел для себя необходимым приехать и самому лично убедиться в том, как обстоят дела в вооруженных силах. Как и в других направлениях работы есть определенные проблемы, есть определенные достижения. Мы учитываем все факторы, мы считаем вооруженные силы ключевым институтом нашего государства, обеспечивающим нашу независимость и суверенитет. Поэтому повышенное внимание к проблемам вооруженных сил – это нормально. Общественная палата Абхазии выступила против снятия ограничений на границе республики. Об этом говорится в письме Общественной палаты президенту страны Аслану Бжаня. В организации считают более рациональным и ответственным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан нашей страны. Ранее, 20 июля, в Общественной палате Абхазии обсудили возможности открытия государственной границы. Мнения участников встречи разделились, но было общее понимание сложности ситуации. 23 июля общественность Абхазии простилась с Владимиром Авицбо, заслуженным журналистом Абхазии, кандидатом исторических наук, государственным деятелем республики, дипломатом, членом Союза журналистов СССР и Абхазии. Проводить ученого в последний путь пришли государственные и общественные деятели Абхазии, коллеги и друзья Владимира Авицбо. Это был человек очень большой души, большого сердца, очень большого опыта жизненного, очень знающий человек в многих областях. Языки знал прекрасно, знал историю прекрасно, литературу многих народов. Когда вот его послал Ислам Григорьевич в Турцию, в 1994 году, то это, конечно, было очень верное назначение, поскольку он идеально подходил к такой роли сплочения абхазской диаспоры и установления контактов с Турецкой республикой, нашим соседом.
Вопросы внешней политики Абхазии обсудили в Комитете по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания Абхазии. В дискуссии участвовали руководители республиканских политических партий и общественных организаций. Ветеранская организация АРУА предложила принять внешнеполитическую доктрину страны. Также обсуждались вопросы актуальности женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, о признании геноцида народа Абхазии со стороны Грузии и ряд других вопросов. Депутаты отметили, что такие встречи в парламенте нужно проводить систематически. В мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия» прошла презентация книги заслуженного журналиста Абхазии Катерины Беби «Дорога к вершине» об известных людях Абхазии и Карачаево-Черкесии. Через образы отдельных личностей автор в целом показывает дух абхазского народа, его культуру, героизм, традиции и преданность родине. «Дорога к вершинам» вышла в тиражом 400 экземпляров. Книга написана на 2 языках – на абхазском и русском. Редактор русского текста Татьяна Алексеева, абхазского Гунда Адзенба. Популярный логотип ЕС-Сухум на набережной столицы будет реставрирован. Буквы демонтированы и отправлены на реконструкцию. Администрация города взяла все расходы на себя. В данное время на площади имени Сергея Багапши, где был установлен логотип ЕС-Сухум, идет ремонт. Помимо этого продолжаются работы по облагораживанию набережной Сухума. На сегодняшний день службами столичной администрации заменены скамейки, расширена пешеходная зона, а в некоторых местах установлены ограждающие въезд машин шлагбаумы. Одним из ярких событий недели стало празднование Дня государственного флага Абхазии. Несмотря на информацию о новых случаях заражения COVID-19, торжественные мероприятия в честь праздничной даты прошли, как и планировалось, заранее. Во всех районах Абхазии День флага отметили возложением цветов к памятникам героям, шествиями с флагами, праздничными концертами. Как прошел День флага в столице Абхазии и других регионах республики? В репортаже Эсма Голландия. День начался с возложения цветов к мемориалу погибших в Парке Славы. В церемонии приняло участие руководство страны во главе с вице-президентом Бадрой Гунба, представители организаций, общественные деятели и молодежь. Несмотря на грустные воспоминания, День государственного флага вызывает у жителей Абхазии радостные эмоции, ведь он символизирует долгожданную свободу и независимость нашей страны. С 2010 года праздник отмечается масштабно и сопровождается народными гуляниями с участием детей и взрослых, различными мероприятиями и акциями. Для создания у горожан праздничного настроения по улицам столицы курсирует вот такой автомобиль. Из колонок громко звучит национальная музыка. На ветру развивается главный символ – абхазский флаг. Яркий автомобиль привлек внимание всех горожан. Проезжающие водители сигналили в ответ, а прохожие оборачивались вслед с улыбками на лице. Праздник продолжился на набережной Махаджиров, куда пришло множество людей всех возрастов. Некоторые из них по традиции были в абхазской национальной одежде. Яркая, многолюдная, украшенная историческими флагами набережная радовала глаз и душу. А в это время в стенах драматического театра для любителей классической музыки выступали артисты Государственной хоровой капеллы Абхазии. В 7 часов вечера началось факельное шествие от площади имени Багапши по набережной, участники которого торжественно пронесли огромное полотнище. На своих шумных железных конях шествие сопровождали участники сообщества «Мото Абхазия». Организаторами всех праздничных мероприятий являются Государственный комитет по делам молодежи и спорту при поддержке Министерства культуры, а также Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. День государственного флага Республики Абхазия – это не только праздник одного из символов нашей государственности, это день объединения вокруг идеи того, что у нас есть госсимволика, у нас есть братья за рубежом. Сегодня здесь, на этой площади, несколько организаций являются соорганизаторами мероприятия. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, безусловно, не мог остаться в стороне, поэтому мы здесь. Здесь флаги, молодежь, очень много людей стоит рядом с нами. Мы поздравляем весь народ Абхазии с этим днем. На площади возле драматического театра состоялся праздничный концерт. Исполнение оркестра народных инструментов имени Отара Хунцари и зажигательные танцы разных коллективов собрали множество зрителей. В
этом поистине народном празднике принял участие и президент Абхазии Аслан Бжани. Он побывал на площади перед драматическим театром, прошелся по набережной, пообщался с горожанами. Этот праздник символизирует во многом ту борьбу, которую вел народ Абхазии за свою независимость, за свою государственность. Это большой праздник, он пропитан огромным количеством символов, большим количеством событий. Поэтому один из ключевых государственных праздников. Я поздравляю всех жителей Абхазии, желаю каждой семье благополучия, благосостояния, а нашей родине развития во всех ее аспектах. В других городах и районах республики также прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага. В селе Кутол возложили цветы к памятнику Валерия Гамгия, известного мастера геральдики. Именно он является автором современной абхазской символики. Так, 23 июля, День государственного флага, стал значимым событием в жизни каждого жителя нашей страны. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Степан Мартиросян для событий недели. А теперь главная теме нашей программы. Итак, в Абхазии на этой неделе зафиксировано в общей сложности 10 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщил оперативный штаб, 4 пациента из вновь выявленных госпитализированы в Гудаутскую ЦРБ. 2 находятся в одном из медучреждений Сухума и 3 человека на домашней самоизоляции. Все это происходит во время визита в страну представителей Роспотребнадзора. Также ситуацию частично застали и члены делегации российского Минздрава. Представители Минздрава России посетили лечебные учреждения республики, Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу, где пообщались с руководством и персоналом. Насколько наши лечебные учреждения соответствуют стандартам лечения COVID-19? Изменились ли эти стандарты и как в общем можно расценить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии? Мы обсудим с гостем в студии, членом оперативного штаба по защите населения от коронавируса, депутатом парламента Абхазии и врачом Алхасом Джинджолия. Здравствуйте, Алхас Владимирович. Добрый день. Итак, ситуация с COVID-19 в республике изменилась. 22 числа было выявлено 2 первых случая заражения после долгого перерыва COVID-19. Затем на следующий день 5 случаев и в субботу еще 4 случая. 1 еще случай под подозрением. Он еще пока проверяется человек. И в этой связи хотела бы, чтобы вы сказали о том, какова эпидситуация, как вы ее оцениваете, как медик, как член оперативного штаба. Эпидситуация на фоне имевшегося до этого периода благополучия, конечно, видимо, нас всех расслабила. Ситуация оказалась все уже пройденной. Мы все переживали, сами знаете, больше чем за эпидситуацию, за открытие границ. Ну, сейчас, в данный момент, 2 этих случая первично в один день выявленных, совпавших там по времени. Один выявленный в Сочи находится уже в Краснодаре, кстати, и один здесь, проходивший лечение в одной из наших ЛПО. Ну, теперь какая эпидситуация? Выявлено 2 очага, теперь в этих 2 очагах надо проводить весь набор мероприятий по локализации этих очагов, выявлению контактировавших лиц. Теперь внешняя передача заболевания сменилась внутренними передачами, то есть уже в пределах самой республики, города, что вызывает необходимость определенные меры делать, которые проводятся все эти дни, кстати. Ну вот какие действия предполагаются в связи с этим? В первую очередь изоляция этих больных, потом там практически поголовное будет идти обследование, ну там так кругами называют, ближний круг контактов, более-менее контактировавшие. Их выявляют, их обследуют. Это сейчас главное, что нужно сделать, определить круг, во-первых, контактировавших и их обследовать. Могли бы вы сказать о том, как проходит лечение вот этих людей, которые заразились коронавирусной инфекцией? Хочу сказать, что спустя сколько уже, 4-5 месяц идет всей этой истории вирусной, естественно, меняются подходы к лечению и к изоляции, к обследованию. Много, это сотни тысяч людей в соседней стране, в регионе, вернее, прошли через это, уже опыта больше. Возможно, придется пересматривать протоколы так называемой маршрутизации, кого, куда укладывать, зачем, нужно ли вообще госпитализировать
может, придется пойти по пути вот этого вынужденного пересмотра наших действий, протоколов. Ну, какие могут быть эти действия? Особенно, Ну, какие в изоляция. смысле изменения могут быть? Изменения, например, изоляцию дома все-таки придется применять, что мы тоже как вынужденная мера считаем, потому что отпустить человека домой в надежде, что он будет достаточно такой требовательный к себе и к близким, тоже есть определенные сомнения, конечно, но если мы пошли по такому пути, плюс сейчас я просто не знаю, как решится этот вопрос с открытием границы и с туристическим потоком в первую очередь, то мы просто не сможем всех укладывать в больницы так, как делали раньше. Ну, вы упомянули сейчас открытие границ, вот эту проблему и тему, о которой много говорили в последнее время, предполагают не случайное совпадение одно с другим. Я имею в виду визит группы Минздрава, рабочей группы Минздрава России и делегации Роспотребнадзора сюда, в Абхазию. И как раз накануне были выявлены эти два случая. Вот многие не верят в эти совпадения. Что бы вы сказали? Что за чушь? Это, конечно же, совпадение в первую очередь. Вопрос времени был, когда они выявятся, вот эти больные. Мы как-то, увлекшись открытием границы, как-то все забыли, что она, собственно говоря, в полуоткрытом состоянии находится. В день 500 до 700 наших граждан пересекают туда и обратно эту границу, так называемый однодневный вот этот разовый заезд разрешен в Россию. Как-то про это мы забыли. Поток российских военнослужащих, а вернее их семей, мы никак не контролируем и не имеем права контролировать вдруг. Потом поток наших водителей, постоянно пересекающих, ну, тоже вынужденная же мера. А получается, за 1,5 месяца, это, там, сейчас, чтобы не соврать точно, 9 чем-то, около 10 тысяч человек пересекают границу. Просто, ну, если уж проверять и обследовать всех поголовно, таких возможностей нет. У нас несколько тысяч тестов только, которые используются в первую очередь людям, кому это обследование назначено по предписанию врача. А так, если бы мы шерстили бы, так некрасиво назову, весь поток заезжающих на территорию республики, теперь уже наших граждан, уже бог с ним, с туристами, наши граждане стали угрозой самим себе. Что греха таить, все же знают, они уже в Моремол мы ездим, там, на Красную Поляну там, и так далее. Они же на это смотрят просто, наконец-то мы вырвались эмоционально, конечно, людям легче стало, но они же выезжают, собственно, формирующийся, если уже не сформированный очаг эпидемиологический в виде Сочи и Адлера. Потому что в эти два города, ну как один большой Сочи назовем, уже по территории тоже не такая уж большая площадь. Туда огромный поток населения хлынул там со всей огромной страны. Это неминуемо ведет тоже к появлению эпидемиологических проблем с вирусом. Алхаз Владимирович, коронавирус гуляет по миру, и есть ли в этой связи смысл в том, чтобы сдерживать открытие границы? Хочу освежить данные. С самого первого дня, как началась вся наша эта эпопея с борьбой, мы никогда не говорили, что мы не допустим проникновения вируса. Единственное, весь смысл наших мероприятий был растянуть этот процесс по времени. Мы не могли допустить шквального увеличение больных, завоза этой болезни, потому что шквальный завоз больных и рост заболеваемости ведет к шквальному росту затрат на их лечение. До сегодняшнего дня как-то это умудрялись как-то тянуть и так далее. Да, может, мы не так что-то делали, неправильную стратегию выбрали, тем не менее, на сегодняшний день практически мы были в регионе, наверное, самой благополучной страной. Судя по всему, в случае открытия границы с этой стратегией придется попрощаться, перейти на другую, что неминуемый завоз болезни с огромным количеством людей, перейти на формирование популяционного иммунитета, который тоже вызывает много вопросов, заболеть и сидеть ждать уже прихода вакцины, как, судя по всему, единственного внятного метода борьбы с этим заболеванием.
Делегация Минздрава Республики находилась здесь у нас в Абхазии, вы сопровождали эту делегацию. Расскажите, пожалуйста, каковы оценки того, что они здесь увидели, общение с нашими специалистами? Мы знаем, что они посещали Гудаутскую ЦРБ, где наши ковид-больные лечатся, и инфекционную больницу в Сухуме. Делегация в составе 3 докторов посетила Абхазию. Один был из центрального учреждения «Москвич». Не припоминаю, простите. Ну, специалисты достаточно очень высокого уровня, приятно было пообщаться. Они были очень удовлетворены картиной в Гудаутском госпитале. Их это полностью удовлетворило, со словами, что не везде в России есть такие больницы, на периферии я имею в виду. Практически никаких дополнений там к имеющемуся режиму или снабжению, там какие-то небольшие предложения, замечания. В целом остались довольны. Ну, по приезду в Сухум мы их пригласили, и мы посетили инфекционную больницу. Ну, там, конечно, ощущения были не столь радужные, но тоже отнеслись с пониманием, что да, такие условия, такие возможности. И в связи с чем делали очень дельные предложения в плане вот этой, уже, наверное, всем известное слово, маршрутизация, то есть вот эти протокола доставки больных, выявления и так далее, такие дельные очень советы были. Сейчас эти советы и предложения, и замечания пока ни в каком виде не оформлены, потому что они должны вернуться и оттуда уже с головного учреждения в бумажном виде, в документальном, где будут переданы данные в Кабмин, в Минздрав. По чьей инициативе этот визит состоялся? И почему? Честно говоря, не могу сказать, но почти уже месяц, как, если не больше, мы говорили о том, что раз пошла заболеваемость в России на спад, люди, в конце концов, кадровый резерв, он как-то освободился, давайте уж тогда хотя бы пригласим специалистов, именно инфекциониста, именно эпидемиолога. Ну вот, собственно, видимо, были услышаны, появилась возможность, делегация была выслана. Конечно, скорее всего, не случайно, что параллельно сейчас и здесь до сих пор находится делегация Роспотребнадзора, что вполне логично. Они там обследуют, осматривают туристические объекты. Они, по-моему, если не ошибаюсь, до понедельника будут находиться в республике. Ну, как-то вот так, по возможности, многогранно изучают картину и медучреждения, и туробъекты, и вообще логистику, и границу саму ребята осматривали. Кто сегодня находится в больнице, сколько человек, я имею в виду в Гудаутском госпитале, и по какому протоколу проводится их лечение? Ну, вы знаете, пересмотрели все эти протокола, сминимизировано лекарственное вмешательство, так назовем, хоть и таблетка, но вмешательство. Как они себя чувствуют? Относительно стабильное состояние. Ну, теперь, наверное, будем стараться локализовать всех легко больных или просто носителей по домам, тем не менее, потому что, судя по тем данным, которые предоставляет ВОЗ, которые предоставляет Минздрав России, вообще все регионы мира, практически связанные с этой болезнью, они уходят постепенно от тех первых протоколов, которыми мы пользовались, там антибиотики, там плаквенил тот же самый, и уходят на антикоагулянтную терапию, симптоматическую, подача кислорода. Вопрос ИВЛ снялся, сейчас специфическими терминами буду говорить, снялся, то есть он не снялся полностью, исключительно по точно выверенным показаниям должен проводиться. Прошло 4 месяца, и как бы, с одной стороны, хочется потребовать уже там от ученых, в конце концов, какой-то уже понятности, какой-то ясности картины в плане лечения. Но мы этого не можем требовать, потому что это не срок для исследования болезни, чтобы знать окончательные выводы по ее течению, а соответственно по ее лечению. Это должны годы пройти, изучить все возможные ее варианты, влияния на детей, на пожилых, сочетание с той болезнью, с этой болезнью. Это надо провести, извините, 1000 вскрытий, чтобы изучить, как эта болезнь в итоге довела человека до трагедии. Все это надо изучать, причем не в одной стране, это надо, чтобы все данные совпали по всем странам мира. Потом эти данные унифицируются, вносятся, есть такой справочник МКБ. Только попав туда, мы можем считать, вот название, вот диагноз, вот лечение.
То есть до этой ясности еще далеко, видимо. Ну, просто физически нет на это пока времени. Эти циклы еще не пройдены. Поэтому весь мир, надо признать, в некотором таком творческом поиске, так назовем. Но особенно смущает то, что некоторые ученые тогда, вот в начале, когда эпидемия только начиналась, говорили о том, что у людей не будет иммунитета к этому заболеванию. Это так? Ну, в каких-то группах, опять-таки, понятно, что ничего не понятно, потому что нет времени. Потому что в каких-то группах этот иммунитет пропадает спустя там месяц, 3 месяца. У кого-то он сохраняется, у кого-то это зависит от тяжести заболевания. Чем тяжелее перенес заболевание, тем более длительно сохраняется иммунный ответ. То есть, опять-таки, вопрос времени. Если в надежде, как было с другими инфекциями, каждая мутация вируса – это тоже нормальный процесс, то есть мутирует все, и мы с вами, и вирус, и гриппа, и коронавируса, то он будет мутировать в сторону ослабления своей вирулентности, то этот иммунитет он просто станет не особо нужен, как с гриппом. Я помню, когда в начале были первые случаи у нас заболевания здесь, в республике, там в марте месяце, тогда была у людей некая паника, большие опасения, и оперативный штаб действовал очень радикально, делал кордоны, изолировал целые дома и прочее. Сейчас будут ли такие мероприятия проводиться? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что теперь надо рассматривать еще и в плоскости, теперь особенно рассматривать в плоскости еще социальных проблем, учитывая все наши сложности. Для кого секрет не открою о том экономическом состоянии республики, в тяжелейшем, в котором находимся. За весь послевоенный период мы как-то подзабыли, что могут происходить такие форс-мажоры. Теперь, кинувшись, что у нас туризм единственная отрасль, которая нас как-то держит на плаву, и плюс помощь нашего союзника, то как бы все проблемы стали настолько очевидны, что даже в некоторой растерянности, видимо, все как же их решать. А решать, видимо, придется. И не думаю, что открытие границы, такой полусезон, так назовем, спасет наше положение. Надо просто подойти действительно радикально, какие-то методы придумать поддержки населения для бизнеса, не знаю, для любой возможности заработать денег для страны. Вот это все эти страшилки в начале этой пандемии, мир не будет таким, как раньше. Мир будет всегда такой же, как раньше, просто надо приспособиться, он такой же жесткий, циничный будет. Надо приспособиться к тем ситуациям, это тоже положительный опыт. Надо было тогда, значит, еще более радикально продумывать вопросы продуктовой безопасности, топливной безопасности, да и энергетической безопасности и всех ее разновидностей. В какой-то период острый тогда справились в какой-то мере. Прошла посевная, завезено было много посадочного материала гуманитарного, кстати. Может, не так это заметно было в масштабах всей республики, но насколько возможно было, друг друга люди поддерживали. Ваше мнение по поводу того, можно ли открывать границы? Ну, не знаю, вот эти весы между надо и хотим, как бы надо привести в какое-то соответствие. Но, кстати, забываем, что решение об открытии границы это не наше одностороннее, а в последнее время это совсем не наше одностороннее решение, это в большей степени теперь уже решение Российской Федерации. Они оценивают по-своему эпидемиологическую обстановку в том же Сочи, в Краснодарском крае, в Южном федеральном округе, в городах, откуда основной поток идет сюда на юг. Там люди по-другому, более стратегически подходят. Да, у них другие возможности. Сейчас как вы рекомендуете вести себя населению? Сейчас, как постфактум, когда мы отменили все меры самоизоляции, там, и сами видите, мы с вами сейчас без масок сидим, общаемся. Тогда другой сюжет, тогда надо просто банально обследовать всех максимально. Максимальное число населения, но это огромное количество этих тест-систем, которые тоже, как бы понимаете, не дешевое удовольствие, а в масштабах страны это десятки тысяч комплектов нужно. На данный момент их хватает на какое время? Ну, сейчас хватает, естественно, на обследование, вот именно по медицинским показаниям. Насколько мне известно, сейчас разрешили сдавать анализы в частных лабораториях, которые вывозят биоматериал, потом и обследуют.
Но вы советуете людям нашим, допустим, если они идут куда-то в общественные места, носить маски или... Ну, а зачем давать бессмысленные советы, все равно никто их соблюдать не будет. Лучше по приезду из двух соседних стран, пусть они лучше все-таки перепроверяют, тестирование проводят. Спасибо большое, Алхаз Владимирович, за интервью. Удачи в вашей работе. Всего доброго. Вам спасибо. Напомню, что эпидемиологическую ситуацию в Абхазии на фоне новых случаев заболевания COVID-19 оценил член оперативного штаба по защите населения от коронавируса, депутат парламента Абхазии Алхаз Джинджолия. Продолжаем программу. В Абхазию прибыла делегация Роспотребнадзора. В ее составе 4 российских экспертов, руководителей специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Российские специалисты приехали для инспекции объектов размещения туристов, экскурсионных объектов и учреждений общественного питания в разных районах Абхазии. Рабочая группа пока еще находится в республике. Ее сопровождают представители Минтуризма Абхазии во главе с министром Теймуразом Хижба и санитарные врачи. О том, какие объекты посетила делегация, какие впечатления получили российские специалисты, а также о том, повлияет ли оценка представителей Роспотребнадзора на решение открыть границу с Россией, нам по телефону рассказал глава Министерства туризма Абхазии Теймураз Хижба, находясь в Новом Афоне, непосредственно на месте работы российско-абхазской группы. Делегация Роспотребнадзора 23 числа прибыла в Абхазию. Цель провести оценку предприятий, предоставляющие услуги временного размещения, объектов турпоказа на соблюдение требований, рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и утвержденных главным санитарным врачом Абхазии в случае открытия границы и приема гостей. В первый день комиссия осмотрела столичные пляжи. Во второй день, то есть вчера, мы посетили Гагранский район. В городе Гагра мы посмотрели 5 объектов размещения. Это отель «Санрайз», Амра парк отель, отель Абаата, дом отдыха «Челюскинец», гостиничный комплекс «Сент-Палас Гагра». Затем в филиалах мы осмотрели гостиницу «Парадайз Бич». Потом отправились в Пицунду. Осмотрели объединение курортов Пицунда, санаторий «Правда», пансионат «Литфонд», санаторий «Самшитовая роща». Сегодня комиссия работает в Гудаутском районе, в городе Новый Афон, а позже поднимутся к озеру Риса. Скажу сразу, некоторые объекты нас приятно удивили своей готовностью, обеспеченностью, квалифицированным персоналом. В некоторых объектах были даны, конечно, рекомендации, замечания, но не было никаких таких вот замечаний и ошибок, которые не могли бы исправить руководители данных объектов. Все настроены на работу, все настроены на открытие своих объектов, потому готовы выполнить любые рекомендации, которые даются и сотрудниками Роспотребнадзора, и абхазской стороны. Каковы были оценки российских специалистов после посещения наших пляжей? Вы знаете, по одному пляжу были даны рекомендации, второй был просто в идеальном порядке, они были очень довольны. Завтра будет проверка, осмотр пансионатов города Сухум. Завтра весь день они будут работать в Сухуме. 27 числа они отбывают из республики. Связан ли визит, приезд делегации Роспотребнадзора с возможностью открытия государственной границы с Россией? Повлияют ли их оценки на решение этого вопроса? Ну, я думаю, что один из моментов именно будет их оценка, как они провели время в Абхазии, какие у них впечатления о наших объектах. Но ни для кого не секрет, что 28 июля состоится заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. И я думаю, выводы специалистов, работающих в Абхазии, лягут за основу данного заседания. И немножечко, возможно, вот в ходе такого общения, может быть, намечены какие-то планы по сотрудничеству, взаимодействию дальнейшем. Об этом шла речь? Есть ли такая вероятность? Конечно. Главный санитарный врач также присутствует при нашей работе.
полное взаимопонимание, рабочая атмосфера. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. А сейчас работаем и нет никаких проблем. Работаем слаженно, как одна команда. Спасибо вам большое за интервью. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. А теперь о событиях субботы. В столице все вышли на уборку улиц, парков, скверов и своих рабочих мест. Общегородской субботник был организован администрацией Сухума совместно с благотворительным движением «Послы доброй воли Абхазии». Субботник прошел на Сухумской горе на территории железнодорожной станции Гумская. Коллектив АГТРК также не остался в стороне и привел в порядок прилегающую к зданию телевидения территорию, а также кабинеты и служебные помещения. Сухумская гора всегда была визитной карточкой столицы. Именно с этой территории администрация города начала уборку. Более 200 работников администрации города Сухум пришли на субботник. Присоединились и многие жители столицы. Это работники Абхазского драматического театра, директора и учителя столичных школ и просто молодые и активные люди. По словам участников субботника, подобной акции хотелось бы привлечь внимание жителей города к тому, что нужно ценить необычайную красоту Сухума и поддерживать чистоту и порядок. Хотелось бы призвать всех горожан города Сухум, что приняли участие на таких субботниках, потому что это очень важно для нашего города, для нашей страны. Чистота – это залог здоровья, и даже самим, конечно, приятно, когда видишь все вокруг чисто, чистоту, красоту эту нашу необыкновенную. Уборка территории началась с покоса травы и расчистки заросших кустарников. Помимо зарослей, которые образуются от природы, некоторые жители столицы захламляют территорию пластиковыми и стеклянными банками. Было собрано много бытового мусора. Хочется выразить огромную благодарность мэру города Сухум Беслану Федоровичу за то, что он поддержал данную благотворительную акцию и помог нам организовать такой масштабный субботник, в котором принимают участие различные организации. Подобные акции мы хотим привлечь внимание, в частности, нашей молодежи, чтобы они ценили всю ту красоту, которая у нас есть. Для мэра это первое массовое совместное мероприятие с коллективом. Коллектив дружный и отзывчивый, отметил глава столичной администрации. Первое наше такое массовое мероприятие. Коллектив оказался очень сплоченным, очень дружным. Нас, по-моему, порядка больше 200 человек. Сказать только по фуникулеру, но еще и в районных домоуправлениях. Там тоже свои группы созданы по городу. Все работают очень прекрасно и весело проводим время. Но мы на самом деле давно уже хотели провести. И вот после встречи с представителями послов доброй воли как раз таки вместе решили провести такую акцию. Сказали, что можно ближайшее совместно сделать. Хорошее, доброе дело. Мы говорим сразу, субботник. Все, субботник, значит, вперед все вместе. Вот так. А почему именно это место было? Ну, это место, потому что оно у нас, честно говоря, самое запущенное по городу. Если взять, несмотря на что на окраинах города тоже пока остается не совсем благоприятная картина, но фуникулер все-таки центр города. Наши горожане любят сюда подниматься, смотреть виды нашего города. Тут масса дел, начиная от освещения, ямочного ремонта и территорию благоустроить. Коллектив Абхазской гостелерадиокомпании также вышел на уборку своей территории. Субботник совпал с общегородским. По словам гендиректора Ирины Акарба, важно, чтобы во всех звеньях были инициативные люди. На совещании мы приняли такое решение, а потом так получилось, что день, который мы назначили, совпал с городским субботником. Это было вдвойне приятно. Никого не искали, никого не обязывали, абсолютно. Я даже не знаю, кого сегодня нет. А когда я пришла, раньше меня народ уже собрался, и они уже работали. Очень, наверное, важно везде, чтобы во всех звеньях были, скажем так, люди инициативные. Вот мне кажется, очень часто, что нам мешает, вот то, что многие руководители безинициативные. А что касается коллектива, мне кажется, расшевелить коллектив и зажечь коллектив не только на творческую работу, но еще на такое дружное, такое мероприятие полезное, оказывается, вполне возможно. Просто ребята молодцы. Также и на других площадках города активно продолжалась работа. Приведены в порядок парки, скверы и дворы многоэтажных домов. Деревья покрасили, бордюры покрасили, почистили. Вот смотрите, фасад покрасили. Все, что мы смогли, сделали. Город же наш. Хотим, чтобы чистота была, порядок был действительно. Окурки бросают, где попало, бутылки бросают. Мы все почистили, все убрали. Территория фуникулера приведена в порядок. Покрашены перила, убран мусор, приведены в порядок кусты и деревья. Если от подъема подниматься наверх на фуникулер,
можно заметить следы нашей работы. Поэтому хочу поблагодарить всех участников этого мероприятия. И не только тех, кто работал на фуникулере, но еще было несколько мероприятий по городу, в новом районе, на старом поселке, в центральной части города. Всех хочу поблагодарить, кто участвовал в сегодняшнем мероприятии. Такие мероприятия мы будем проводить как минимум 1 раз в месяц. Я думаю, что результаты будут заметны для всех. Спасибо всем еще раз большое и всем нам успехов. Жить в чистоте – это на самом деле надо за это бороться. Поэтому мы будем за это бороться. И еще раз благодарю всех. Спасибо. Элана Какаля, Давид Давиц, специально для абхазского телевидения. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.